Дорогие кыргызстанцы, я решил обратиться к вам. Я вижу, в каком направлении идут выборы. Стоять в стороне – это не мой принцип. Меня тревожит, какой будет парламент, какими будет это правительство, а значит и будущее нашей страны. Твое, мое будущее. Дорогой мой кыргызстанец, скажи, разве за 2000 сомов можно улучшить твою жизнь? Будет ли тот, кто купил твой голос, думать о тебе, о твоей семье последующие 5 лет? Будет ли он бороться за тебя и за твои интересы? Подумай. Купив тебя за 2000 сомов, он получит безграничную власть над твоей судьбой на 5 лет. И ежемесячно будет получать 50 000 сомов. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Нашей независимости 29 лет. Видимых изменений нет. Почему? Потому что на выборах, дорогой мой кыргызстанец, ты ищешь сиюминутную выгоду, выбираешь деньги или земляка и не думаешь о том, что будет завтра. Способен он или не способен. Это уходит на второй план. Лучшее в жизни можно добиться только с чистой совестью и только сделав свой выбор честно. Только сам народ может изменить страну. Прошу, проснись, мой кыргызстанец, раскрой глаза, посмотри честно на все. Сегодня выборы превратились в базар. Везде одни вопросы. Кто сколько заплатит? Разве правда твоя жизнь стоит 2000 сомов? Подумай очень хорошо. Выбирая врача, вы в первую очередь смотрите на профессионализм. Так почему же, когда вы выбираете депутата на 5 лет, который решает судьбу вашей семьи, судьбу ваших детей, вы выбираете худшего, того, кто платит больше? До каких пор мы будем продавать свою судьбу подхалимам и ворам? На сегодня уже 500 000 избирателей зарегистрировали через Форму-2. Разве те, кто сделал, улучшат твою жизнь? Очнись, мой кыргызстанец. Сегодня у народа есть свобода выбора. Это великая возможность. Выберешь ли ты коррупционера? Или неуча, который не может 2 слова связать? Или же проходимца, который обманывает из года в год? Выберешь ли ты 2000 сомов или выберешь путь вперед? Решать тебе, мой кыргызстанец. Страны в мире развиваются быстро, динамично, растет благосостояние народа. Они этим гордятся. А чем мы будем гордиться, продав свой голос? Скажем, продали страну? Не дай вновь себя обмануть. Прошу, очнись, мой кыргызстанец. Выбор в твоих руках. Никто не сделает это ради тебя. Не жди. Вставай, двигайся, действуй, скажи «нет» грязным деньгам. Недавно я услышал одну историю. Она меня очень тронула. Один бывший сопартиец наш, который сейчас двигается с другой партией, поехал в родной Лейляк, в родное село, и хотел дать чай. Собрали старейшины села и сказали: ты выбрал партию воров. И деньги эти грязные, и выпроводили его из села. Вот где честь, вот где достоинство. Вот так, только так мы сможем очиститься. Дорогой мой свободолюбивый, великодушный, многонациональный народ, я обращаюсь ко всем кыргызстанцам, жителям Аша, Джалалабада, Баткена, Нарына, Ысык-Куля, Чуя, Таласа и Бишкека. 4 октября выбери перемены, выбери свое будущее,
Выбери путь вперед, дорогой мой кыргызстанец. Наше богатство – это наша независимость, наше государство, наш народ. Пришло время перемен. Пора не просто задуматься, а пора кардинально все менять. Какая партия смогла провести решительные реформы? Какая партия помогла облегчить вашу жизнь? Это партия, которая прошла через большие испытания, объединила способных людей. Это республика. Партия «Республика» сможет провести кардинальные реформы. Я верю в это. 4 октября голосуй за путь вперед. Голосуй за перемены. 4 октября, я верю, наш народ проголосует за партию «Республика». 4 октября, я верю, вы поддержите меня и проголосуйте за партию «Республика».